Ну что, Василий Собакин, тут такие дела. Я не имею права давать ружье людям, которых 18 лет и которых разрешения на ружье нету. Ну, достаем ружье. Это как называется? Чехол. Молодец, да ты, блин, профессионал. Вот это ствол у ружья. Я знаю. Так, а вот это как деревяшка под стволом? Не знаю. Цевье. Приклад. Знаешь, какое основное правило? Абсолютно основное Какое? на охоте. Будь тихим. Нельзя стволы направлять на человека. Абсолютно нельзя. Я знаю. Молодец. Если кто-то направил, плюй ему в рожу. Считай, практически враг. Практически хочет тебя того. Поэтому, например, если я вижу в мою сторону ствол, я всегда предупреждаю. Ой, у папы приятель там один, он один охотится, в группе не охотился, к нам пошел и постоянно ствол на людей направлял. Я его несколько раз предупреждал, пока до него дошло, что он нехорошо поступает. О! Это что, уже приготовилась? Да. Предохранитель назад не стреляет, вперед стреляет. У меня, к слову сказать, не совсем стандартный прицел. Трубочкой. Трубочка. Подойду две? Замечательно. Вот так вдоль ложи. В середине дырка для того, чтобы воздух поддувал. Раз. А почему я так ложу, а не так, например? Потому что, видишь, сверху чайники, костер. Вот маленькую дырку, и вот сухостойно мы навстречу друг другу. Ну, сюда бересту зажгешь, и потом эти палочки положишь. А потом вот эти сверху. А спички есть? У тебя есть спички. Ну, пошел за спичками. Сопротивляется? Бывает. Потухло сразу. В костер кидай. Можно, конечно, и так, но вероятность, что вот так сломается спичка. Я вон пальцем упираю, и это самое, чтобы она... Я знаю, просто не чувствую. Там тонкую, ну, можно и здесь. Обычно та, которая тоньше, подвигает. Сразу подкладывай, да? Дело хозяйское, мне просто интересно, ты говоришь, умеет. Сначала поперек, потом так. Это называется Домик. домик. Вообще-то одну так тоже. Ну, Так, ну что? за водой? Да, сейчас тебе пару дровишек сначала сделаю. Смотри, технику безопасности всегда соблюдать надо. Вот так я бить буду. Вот по этой линии ты у меня отсутствуешь, я специально слежу. И отлетать будет влево-вправо, а ты в стороне. То бишь не должно тебя задеть. Так я стукну. О, это. Если долго мучиться, что-нибудь да получится. Ну, костер, будь здоров. Охраняешь, да? Ну, я за водрой. Так, интересно. На реке вода падает, а на ручке поднялась. Так, ну давай пододвигай эти до чайника. А кастрюля? Сейчас будем засыпать Да. А как ты будешь определять? кружкой. Молодец! Шуруй. Полную кружку, да? Конечно. У нас два мужика, блин, да еще почти. Ну и ладно. Стой. То есть точностью до грамма, что ли, будешь? Дело хозяйское. Стой. Правильно. Ну, хорошо.
Мама песня любимая. Да. Ну, сыпь. Так. Как тебя учили, воды сколько на одну кружку? Кружка крупы, а сколько? Кружка. Кружка крупы, кружка воды. Нет, 2 кружки. Давай. Раз. Два. Давай третью. Может, еще половину крупы? Ну что, добавить? Да. Так, ну что, помешать надо? Надо. Я хочу помешать. Да я извиняюсь, что я туда сунулся. Ты будешь стрелять, папа, я готовлю. Хорошо, договорились. И салат сегодня я делаю. Солишь когда? Сразу или потом? Попозже. Май, ну можно и так. Молодец. Так, а мы не спросили, Вася-то сколько сильно кушает? Много. Серьезно? Да. Давай, чуть-чуть. Тихо. Ой. Ой, стой. Хватит. Я знаю. Хватит. Хватит. Да ты что, сыпь все. Выливайте все. Молодец. Слушай, да я смотрю, это не первый раз. Ты что не беру? Реально, как Я я мог сомневаться? Я ей помогаю там. Офигеть. Я сама. На, я извиняюсь. На, вот делай. Да. Не, я вообще не вмешиваюсь, ты что? Ну, это... Ой. Чайник чуть-чуть подвинуть надо. чтобы- Двигай. Можно сейчас салат начать делать. Салат не вечером на ночь, а сейчас сразу. На ночь много есть нельзя. Ну, можно, но немного. Не очень много. На ночь есть нельзя, но можно. Молодец, наш человек. Не пора, лень далеко ходить. Вот я землю почистил, чтобы она жар туда Там давала. уже кипел чайник, и там и готово. Каша готова? Да. А ты посолила? Солить надо было. Кто мне сказал, что потом солишь? Соль, где я тебе показывал, это самое открывается. Кто у нас за хозяйку? А ты можешь поднять да сюда принести? Здесь посолить. Стас? Ух ты, да она уже готова. Ух ты, блин. Ну, осталось посолить. Я пробовать боюсь. Давай ты попробуешь. Как скажешь. Масло сейчас добавлять будем. А сколько масла? Все, Все, масло. конечно. Кашу маслом не испортишь. А можно я отрежу? Ну, Ой. да мы никто не смотрим. Ты как хочешь, так и делай. Вот. Скажи, я руки мыла еще вчера. Не нравится, не кушай, делай. Обычно повара говорят. Да, ставь сверху, так чуть-чуть притопи их и все. Василиса, а ты как определила, что каша готова? По виду. Да. Ты это неси, я кастрюлю хочу нести. Неси. Еще чайники надо нести. Ну, на, неси. Я что думаешь, я против? Штаны не испачкай, чуть-чуть от себя. Самое главное, кашу на стол донести. Ну, поступаем по плану X. Друг на друга нагоняем уток. Ну, Василий Батькович в одну сторону, а Василиса Васильевна в другую сторону. А я с ним. В сопровождении, да? Да, Ну давайте, я сильно торопиться не буду, чтобы давай, а то... позже вас надо дойти. Да, это основное. А то ты супер быстрый товарищ. Эй, давай. Ну как, без термоса намного полегчал? Я что делаю? Термос всегда основной груз. Ну вот эта ситуация называется золотой осенью, видишь? Капут. Березы еще зеленые, а снизу уже все желтое. Угу. Даже там почти все заросло. Да. А, Василиса, подожди.
Смотри, ты идешь впереди на охоте, то бишь ты должна быть слухачом. В этом месте рябчики могут быть там. Фрррр. Что-то похожее услышишь, и это рябчик влетел. А не дай бог еще свистеть начнет. Мгновенно останавливаешься и переговариваемся шепотом. И делишься информацией. Это обычные птицы, да? Это очень вкусные птицы, рябчики. Не, а вот это... Реагируем на любой фр. Разберемся там, это певчие мелкие птицы или рябчик. Разберемся. Так, сейчас внимательно слушаем. А если засекешь, где он порхнул, так вообще замечательно. У рябчика частый взмах, а у глухаря редкий насильный такой шу-шу-шу. Он так взлетает. А рябчик, ну фрррр, такой звук. Давай потихоньку поем. Услышишь звук, смотри в том направлении, вдруг заметишь, куда полетел. Слышал? Нет, а что? Что, рябчик летел или что? Наверное. Щи, вот так вот. Чувак, это рябчик. Ты видела? Подожди, стой. Сильно не крутись. Медленное, осторожное движение. Ты его видишь, нет? Сейчас, подожди, биноклем посмотрим. Сейчас, тихо, пойдем потихоньку. Фыркнет где-то, старайся туда смотреть и засечь, куда он, где он мелькнет. Далеко летит. Это опытный рябчик. Самый оптимальный вариант, если заметить, куда он сядет. Он один. Далеко взлетает и далеко улетает. Ладно, озеро близко. Сейчас к озеру подходить будем.